Согласно последнему исследованию, бег в холодную погоду имеет массу дополнительных преимуществ. Как же воспользоваться этими преимуществами без ущерба собственной безопасности и здоровью? Конечно, на улице холодно, но прежде чем направиться к беговой дорожке для тренировки, знайте, что беги на улице зимой, низкие температуры могут преобразовать нежелательный или вредный жир в вашем теле в другой вид жира, который фактически сжигает калории. Да именно так. Не весь жир в вашем теле абсолютно одинаков. Существует белый, бурый жир и промежуточные варианты между ними. Белый жир – это именно та жировая ткань, которая является нежелательной и вредной для нашего тела. Бурый же жир является той метаболически активной тканью, которая способствует сжиганию калорий. В последнее время появляется все больше научной литературы и исследований на этот счет. Одно из последних исследований, посвященное этому вопросу, было опубликовано в журнале Molecular Cell. Оно подтверждает, что подвергая наши тела холодным температурам, мы способствуем превращению вредного белого жира в бурый. Это означает, что зимний бег на улице может не только помочь вам сжигать калории, он может также изменить ваш состав тела. Просто запомните эти советы перед тем, как заняться бегом зимой. Чем ниже температура, тем меньше бегать вы должны. Тем более в случае, когда температура понижается ниже 40 градусов, говорит Шон Уэллс, доцент, сертифицированный тренер и фитнес-эксперт в Бистре МДКом. Периферические кровеносные сосуды сужаются, суставы работают жестче, а мышцы тяжелее согреть. Обязательно потратьте время на разогревающие упражнения. Ходьба на месте, выполнение джампинг, джеков или прыжки в течение 5 минут дадут возможность вашему сердцу обеспечить приток крови к вашим мышцам. Это позволит не повредить ваши мышцы и не травмировать ваши суставы, говорит Уэллс.